Машдол, Сахам Сырнулкоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. А у нас, походу, снова небольшая зима, да? Снежок. Мы проснулись утром на Сухур, и уже лежал снежок. Так, и самое главное, мой старший сын переобулся, снял зимние шины, одел вчера только летние шины. Ну ничего, он не будет долго лежать. Туман у нас, ну не очень холодно, и вот такой вот снег. Ну, в принципе, этого можно было и ожидать, потому что весна не бывает так рано. Планов было, конечно, много, но немножко с моими капельницами, с моим лечением у меня все немного опаздывает. У меня идут вопросы, ну, есть ли у меня хозяйство, что у меня даже ни кур, ничего нет. И буду ли я сажать огород. Очень бы хотелось, но не знаю, друзья. Сейчас иду на задний двор. Так, ну раз подняла тему про огород и про хозяйство. Так, когда я, как я сказала, с хозяйством мы свое, ну не хозяйство, хотела овец показать, а они в загоне. Ну покажу, в сарае они. Куры у меня есть. Ну, мало, конечно, штук 15 кур с петушками несутся. Машалла, так хорошо несутся, что нам для моей семьи хватает даже яиц. Про огород. Так, друзья, скот мы продали, как я сказала, и коров продали. И сын же у меня покупал. Было у нас аж 13 телят, но это было его решение, и покупать было его решение. И не знаю, в один час он решил их все продать. И продать было его решение. Продал. Пускай. Я не вмешиваюсь в дела уже, в принципе, взрослых сыновей. Решили купить, пускай покупают. Решили продать, пускай продают. Пускай занимаются чем хотят. Ну, лишь бы не занимались ничем плохим. Про огород. Огород, скорее всего, я вижу, что я в этом году опять не посажу. Дело в том, что его нужно сначала, прежде чем посадить, огородить. Потому что в прошлом году не сажала из-за того, что были телята, телки, бычки. Это все бегало здесь по огороду. Я немножечко обрадовалась. Думаю, ну в этом году огород уже смогу посадить. Но сын и на продажу, и овец в одно время поставил и овец на продажу. Но потом передумал. Поэтому овцы. Для этого нужно огородить огород. Сделать вот так вот тут. Полностью сделать забор, и тот забор тоже сделать. Но мы немножко, ну не буду жаловаться, но все равно буду говорить как есть, мы немножко по деньгам это не потянем. Просто так делать кое-как не хочется. Чтобы сделать капитально, уже нужны вложения. Значит, в этом году тоже будем без огорода. Может быть, а может и нет. Посмотрим. Вот мои курочки идут, курочки с петушком. Мои красавицы. Нет, девчонки, я, скорее всего, без кур не смогу. Кур, утят, уток, гусей, скорее всего, я буду с ними заниматься, потому что это моя жизнь. Да и я уже подумываю и о корове. Честно сказать, мне немножко и скучно, и накладно покупать. Даже не накладно, ладно, пускай накладно. Не могу найти нормальную молочку, чтобы она нам нравилась. Вот уже покупаю несколько раз. Купила сметану у разных производителей, можно сказать, участников. Купила молоко, но оно совершенно не то. Ну, или у моей коровы оно было вкусное. Может быть, мы больше такое вкусное молоко и сметанку и не будем есть. У меня Ибрашка же, Ибрагим, все время его Ибрашка, Ибрагим сильный любитель, большой любитель сметаны. Он говорит, мам, я не могу, это не та сметана. Вот так вот. Ну, сейчас, может быть, будет видно в сарае. Вот набралось навоза много, уже убирать надо. Овечек наших. Ой. Нет, тут нет света, ну ничего, посмотрим. Овцы есть. Раз начала, то будет. Ой, только не выходите. Нет, пока не велено выходить. Сядь. Прыг. Вот наши овцы, ну здесь и барашек, потом и одна козочка у нас есть. Барашки маленькие есть, вот они масенькие. Когда будет светло, когда они будут на улице, я вам покажу. Еще рано. Ребята спят. Сейчас только не выходите, а то я получу. Так, ну и вот у нас еще курочки. Вот несутся. И у меня одна квочка сидит на яйцах. Что-то
эти 2-3 дня про нее совсем забыла. Вот она лежит. Темно, не видно. Вот Петенька наш. Это кот, который живет здесь во дворе. Очень похож на моего Моську. У меня 4 или 5 котов чужих. Ну как чужих? Уже моих. Они все время здесь у нас. Мы их кормим. Спят они в котельне у нас. Вот еще курочки. Вот такое вот у меня пока хозяйство, друзья. Что дальше? Дальше сейчас будем убираться. Я после сухура не убралась. Так, ну вот такая погода. Красиво. В принципе, зимняя погода, конечно. Но ничего. Вчера мне после ифтара было немножко не по себе, плохо. Я не знаю, почему-то давление упало. Скажу честно. Упало давление. И мне немножко, конечно, от капельниц почему-то немного не по себе. Очень тяжело переношу капельницы. Лечение это. Сегодня, наверное, скорее всего обращусь к врачу. Хотя у меня это в принципе бывает каждый раз. Первые 5-6 дней бывает муторно. Ну и медсестра вчера сказала, это, говорит, у вас сосуды расслабляются. И поэтому такое вот ощущения такие. Но вчера понизилось давление, у меня никогда не было низкого давления, я не знала, что с ним делать. Высокое, да, я с ним справляюсь. С низким мне было вчера сложновато. Голова кружилась, слабость жуткая, ничего не могла делать. И походу после ифтара посуду убрала только перед сухуром, перед завтраком. Потом покормила всех. И до намаза не успела все помыть. Зашла в комнату, помолилась. И пока там делала дуа, на диване заснула. Читая четки, заснула. Ну вот, сейчас 7 часов утра, проснулась. Пойду быстро приберусь. И, в принципе, наверное, пока ничего не буду делать. Поеду опять на свое лечение. После обеда будем с вами. Работу пока я оставила, девочки, не могу работать, сил нет, честно признаюсь. Так что у меня перерыв. Как вы мне все советуете, буду принимать лечение, приходить, отдыхать и просто готовить для своей семьи. Вот, как-то так. Ну все, поговорила с вами. Мне как-то стало немножко даже веселее. Утром не было совершенно настроения, я переживала за свое лечение, за свое состояние. Ну, как-то немного взбодрилась. Всех благ вам, мои хорошие. Ну, дальше, если что-то поснимаю, конечно, еще раз выйду с вами на связь. Может быть, будем с вами готовить, как и вчера, вместе на ифтар. Так, мои хорошие, сегодня уже другой день. Так, немножко прибралась. Не до конца. Значит, мне надо ехать снова на капельницы. Вчера ничего для вас не снимала. Вчера у нас в гостях были малыши, Мадина приезжала. Но мне вчера реально после капельницы было очень некомфортно. Хотя вот я уже об этом и говорю, да, неприятно, наверное, слушать о болезнях. Но снимать не смогла. Приготовили мы вчера, получается, был второй день. Приготовили мы вчера бараньи ребра с картошечкой. Хотела снимать, очень хотелось снимать, но не то состояние было. Готовили вместе с Мадиной. И как-то так, короче говоря. Сегодня у меня, скорее всего, будет куриный день. У меня стояли курочки, замораживать их не хотелось в холодильнике. Ну, даже не остатки. Короче, делала заказ. Отбивные куриные были у меня в заказе, и от 3 курочек осталось вот это вот все, кроме грудки, остальное все, вот 3 курочки. Тут и спинки, и, ну, короче, весь костяк, и крылышки, и бедрышки. И сегодня будет у нас куриный день, как я сказала, на ужин, на ифтар. Значит, это все я уже помыла, осмолила, это будет суп лапша. Просто пока до капельницы все это сделаю, подготовлю, чтобы потом прийти. Это, может быть, и сегодня будет не так, было бы легче к вечеру, чтобы было легче. Но сегодня еду с утра, потому что и анализы мне надо сегодня с утра сдать. Короче, много чего, друзья. Еще раз извините, что про болячки. Так, что? Значит, я начала уже
Из бедрышки не хочу варить, потому что вареную вот такую вот курочку, в принципе, с супом они не очень-то любят, мальчики. Все-таки готовлю больше для мальчиков. Но сегодня из бедрышек тоже вряд ли я буду готовить. Второе. Первое будет, как я сказала, суп домашний с лапшой мне захотелось. А на второе, скорее всего, будет курица по-арабски, друзья. У меня есть еще куры, из которых я достану эту грудку, и мы будем делать. Но это уже будет после того, как я приеду домой. Я надеюсь, все-таки я смогу вам это снять. А эти бедрышки, вот, я сейчас снимаю с них кожу. Это тоже будут рулетики, но не сегодня. Рулетики будут как-нибудь потом. Просто я сейчас сниму это все. Может быть, даже... Пока не буду в морозилку класть, я заверну все, что сюда нужно. Наверное, с грибами, потому что у меня есть грибы. Пакетик этих, коробочка грибов, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня оставалось. Будет грибная начинка, скорее. Так, и сырок у меня есть. Да, есть грибы. Вот такие шампиньоны. Короче, ладно, это уже потом. Сейчас не успею, надо ехать. К 9 часам нужно сдать анализы. Поэтому вот так вот просто с кости косточку вынем. Это будет вот такая вот, вот такие вот. Тут я немножко продырявила, но ничего, отбить и все можно будет завернуть. Ну вот, и, короче говоря, мы вот снимем кожицу и вырежем просто... Может быть, когда я буду делать ролик, это будет отдельный ролик, поэтому буду говорить еще немножко по-другому. Значит, у нас будут рулетики из окорочков. Кто-то делает просто из этой части рулетики, а я хочу из всего окорочка. Косточку изнутри вынем. Сначала уберем кожицу, но она мне нужна, я ее отдаю котам. Не варю, не хочу ее. Так. И будет у нас рулетики из окорочков. Если есть ножницы кухонные, можно это сделать ножницами. Вырезать просто косточку. Аккуратно пройтись по косточке острым ножом или ножницами кухонными. Так вот. Ну и потом дальше. Так, ну все, друзья, значит, это одно я уже снимаю для 2 роликов, получается, поэтому выключаю, включаю камеру. Значит, все, это я сейчас подготовила. Сегодня буду готовить, не буду готовить, как я сказала. Это будет другим роликом. И потом, вечером, если я буду себя хорошо чувствовать, после обеда приеду и досниму все-таки этот ролик. Потому что не хочу замораживать, много раз замораживать, размораживать продукты. Вы сами знаете, что это... и невкусно, и теряются все наши там, что там полезного что и есть в этом полезного. Поэтому сейчас это все оставлю до того, как я приеду, в холодильнике. Так, вот пошатнула штатив. Так, у меня с этими проблемами, сосудами и координация движения бывает не очень-то хорошая, друзья. Так, ну все, пока это дело оставляем. Будем надеяться, что Всевышний даст мне сегодня силы, и у меня не будет такой реакции на мое лечение. И мы с вами продолжим. Так, сейчас все. Сейчас я косточки промою, это все уберу, и я уже собираюсь, потому что Танзила тоже едет со мной туда. Вернее, не со мной, она будет меня ждать там. У нее тоже сегодня процедуры, анализы. Угу. Она даже пишет, что она меня заберет. Все, я пошла одеваться. Вот так вот, мои хорошие. Дальше посмотрим по ходу. Так, ну что, мои дорогие, потихонечку у меня идет процесс. Поставила зажарочку. Курочка варится. Почистила картошечку. В супчик я немножко добавляю все-таки картошки. Хоть и домашнюю лапшу обычно без картошки делаю, но я чуть-чуть добавляю. Почистила картошку, как вы видите. Так, и слава Всевышнему, сегодня у меня после капельницы нормальное здоровье. Вчера бы я вам никогда в жизни не сняла бы и не разговаривала, и не общалась бы.
Было очень плохо, как я говорила. Вчера у нас был мясной день, баранина была, но сегодня вот курочка. Это я снимаю отдельным роликом, чтобы было как-то... Курица по-арабски маринуется, девчонки. Так, что еще? Старший сын у меня, если честно, не очень-то любит рыбку. Откуда рыбку-то вспомнила? Курочку, поэтому хочу, наверное, еще вот... У меня есть печеночка и сердечко барашка. Наверное, пожарю и его. Там посмотрим. Поест, не поест, не поест. Ну, старший, как я сказала, не очень-то любит. Сейчас быстренько тоже сделаю. Теперь буду делать тесто для лапши. Так, ну вот, курочка наша уже варится. Закинула я морковочку и лучок. Сейчас еще пенку сниму. Вроде бы снимала, но еще накопилось. Так, друзья, сейчас быстро сделаем лапшу. Значит, у меня 3 домашних яйца, щепотка соли и просто перемешаем и сделаем крутое тесто. Так, ну что, мои дорогие, все-таки, когда я хожу на капельнице, я много чего не успеваю, но процесс идет, ничего. Так, тесто, значит, замесилось, сейчас мы ему дадим немножечко полежать, минут. Ну, можно было бы, конечно, и побольше, но у меня много времени нет. Так, кулечек. Ой. Так, ну что, теперь быстренько займемся лапшой. Мясо, курица по-арабски у меня уже стоит в духовке. Сейчас быстро сделаем лапшу. Так. Так, ну вот, друзья, тонко-тонко раскатали нашу лапшу, да? Ну, пока еще не лапша. Сейчас. Нужно еще и лапшерезку вставить. Сейчас вот так вот вставим нашу лапшерезку сюда. Видно, интересно, что я делаю. Видно. Так. Так, надо посмотреть. Такая вот широкая. Давайте сделаем сегодня широкую, наверное, друзья. Так. Видно? Так, друзья, лапшерезка регулируется, но сейчас я сегодня не буду вам показывать ее. Она делает и тонкую лапшу, и вот такую вот широкую лапшу. Есть регулировка. Вот эти вот штучки. Все, теперь быстренько закинем суп. И у нас ужин, ифтар почти готов. Ну и вот, друзья, это уже у меня готово блюдо, как бы вот показываю вам. Картошечка запеченная, как я сказала, с майонезом, с разными специями, с перчиком. И вот такая вот курица по-арабски. Очень вкусно получилось. Попробуйте. На ужин, на обед, как я сказала, на праздничный стол. Но это блюдо очень вкусно в горячем виде. Хотя у нас его ставят и в холодном виде, и на свадьбы ставят, и на праздники, как я сказала, на мархаж можно. Но вот если подавать в горячем виде, то ваши гости и ваши родные будут вам просто благодарны. Мы уже поели, ифтар у нас уже закончился. Мальчикам очень понравилось. Ну вот, как-то так. Просто было двое только дома, поэтому
Это уже лишнее. Ну, их можно разогреть в микроволновке немножечко. Ну, так что, скорее всего, я завтра и не буду готовить. Вот такая вот вам, мои хорошие, идея. Что приготовить на ифтар, что приготовить на ужин или на праздник. Если вам понравилось, поставьте лайк. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мах дал Мяш